А вот здесь пересечение. Акция продолжается, близится к завершению. Девочки, а где можно сейчас кровь сдать? Головки, Иван Васильевич. Просто у меня ситуация очень интересная. Я вот не попала. Ну, они запросы отправили, надеюсь. Это одни из последних. Уважаемый, сюда посмотрите. Да, служба в армии включается в пенсию. Михаил Николаевич, можно вас немного расскажете, сколько прошло человек уже на это время? А вот сейчас, Да, сейчас мы сколько прием времени? ведем. Сейчас обратилось 30 граждан на данный момент. Год уже, да? Ну, с разными вопросами. А вот вопрос помещения куда-то. Часть из них нуждается, допустим, в документах, в Сереж, восстановлении это документов. временное. Есть, Там постоянно которые что-то. сейчас нигде не живут, в это время, то есть помощь по предоставлению, значит, размещения мест. Ну и также специалисты которые работают. Михаил Николаевич, а потом что с ними будет, если вот с этими данными, кто их будет обрабатывать, данные останется у полномочных по правам человека? Да, это совместная акция у нас, уполномоченного по правам человека и Министерства Да, внутренних дел. там список. Да, данные будут в милицию, в полицию, значит, Потому что уполномоченного с вашей пенсией и всем, кто взаимодействует, участниками. день 70% России. А 75 даже. То есть, в общем, где-то получается, если учитывать автовокзал, здесь 30, и там сейчас уже 20, 57 человек. Ну, Вот здесь 30 человек сейчас обратились. Рабочим, да? сейчас мы посмотрим, зайдем, стоит автобус. Евгений Александрович, вы как представитель городского округа, что можете сказать? Ну, сегодня по инициативе уполномоченного по правам человека Сагана Михайловна Гурьева и части МВД УСИН Республики Якутия организована акция для помощи лиц, нуждающимся в такой помощи, а именно социальной помощи по обустройству временного проживания, помощи в оформлении временных документов, таких как паспорт, временное удостоверение личности, а также трудоустройство. Все структуры сейчас работают, помощь оказывается, лица размещаются в социальных приютах, основной это республиканский социальный приют Терях, а также в некоммерческих организациях, которые находятся на территории города Якутска. Также территориальными органами управления совместно с муниципальными предприятиями будет организовано трудоустройство лиц, которые желают после пройти реабилитацию, а также трудоустройство. Вы сказали, уже есть какие-то определенные результаты по трудоустройству, да? На сегодняшний момент изъявило желание по данной точке 6 человек трудоустроиться, 2 человека уже через коммерческую организацию «Алмаз» направлены на трудоустройство. Остальные желающие им рекомендовано в понедельник обратиться в территориальные органы управления, где будут предоставлены рабочие места. Либо также муниципальные предприятия, такие как Якутдорстрой, Жилкомсервис, Банно-прачечный трест и также службу эксплуатации городского хозяйства. Ну, а есть надежда. Все-таки эти люди не привыкли работать, а? Как вы считаете, вот акция это показывает?
Если взять из 10 мною опрошенных, изъявили желание работать 4 человека, это, конечно, не так, как желала программа нашей акции, но надеемся, что все-таки контакты им даны, рекомендации им предоставлены. Мы надеемся, что все-таки в понедельник у нас будет больше желающих и будет начата трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства, а также недавно освободившихся из мест лишения свободы. Здесь также у нас находится спеццентр. А вы же с окружной администрации, да? А вот скажите, а вот можете Много это народу вот обратилось, да? снять? 23 человека нет. Это все. А это не Ну, преступление, как вам, на ваш взгляд, если совместные такие акции делать, ну, в определенное время, чтобы это так было сказать, результативно, нужно и такие акции проводить, как считаете? По поводу жилья инвалидов. Я уже в вечерне обращалась, должны были делать. Скажем так, Инвалиды, которые не очередники, то есть тяжелая люди, форма которые хронических оказались в заболеваний. трудной жизненной ситуации, Просто нет с собой здесь документа, я просто представляю интерес. в том числе. А вот ваша, вот сейчас они сдали анализы, они потом должны подойти куда-то, да? Через 10 минут уже экспресс-тест готов. Сдаются перечень документов, есть перечень документов. Понятно. Документы- То есть здесь анализы берутся только на ВИЧ. Если положено, Надеюсь, положительных результатов нет. Промолчи. Промолчите. это и есть выписка Так, еще раз говорю, это открытый рынок. У нас сломался штатив, так что мы это дело заканчиваем. Заканчиваем трансляцию.